В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Одним из необходимых условий проведения эффективной бюджетной политики является соблюдение финансовой дисциплины. Сегодня с уверенностью можно сказать, что контрольный блок Министерства финансов Республики – это состоявшийся высокопрофессиональный коллектив. Об итогах контрольной деятельности Министерства финансов Республики за прошлый год и предстоящих задачах и изменениях законодательства мы сегодня поговорим. Наши гости в студии Варвара Иванова, заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия. Варвара Петровна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о результатах работы контрольного подразделения по итогам прошлого года. Ну и немножко можно рассказать, что-то особо можно выделить за прошлый год. Министерством финансов Республики Саха-Якутия проделана значительная работа, и в том числе вот по контрольному направлению. Это у нас по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок. Наши ревизоры министерства работали в напряженном режиме. Все задачи, которые перед нами ставило руководство республики и страны, мы считаем, что выполнены. Охвачены все значительные отрасли, значимые отрасли проверками, контрольными мероприятиями. Проведено около 600 контрольных мероприятий. Также следует отметить, что особенность в том была, что очень много было у нас внеплановых контрольных мероприятий. Это по запросам правоохранительных органов, по поручениям главы республики, по поручениям председателя правительства, а также по обращениям граждан и юридических лиц. Какие нарушения часто допускаются объектами контроля и в каких сферах деятельности? Нарушение, конечно же, зависит от вида объекта контроля, от отрасли. Конечно, они бывают совершенно различные. И мы во всех сферах, куда выделяются бюджетные средства, мы контролируем, и они, конечно, совершенно разные. Если, условно, можно подразделить, сгруппировать, если можно сказать, на несколько видов. Это те, которые влекут ущерб наибольший, это наиболее грубые, это у нас неправомерное расходование бюджетных средств, нецелевое использование бюджетных средств, а также которые носят процедурный, формальный характер или нарушение бухгалтерского учета или отсутствие какой-либо документации. Также у нас встречается, конечно же, и неэффективное использование бюджетных средств. Но следует отметить, что после проведения контрольного мероприятия те нарушения, которые были они более не повторяются. То есть в этом плане, что мы думаем, что эффективно работаем. А какие меры ответственности могут быть применены, если по итогам контрольных мероприятий? Весь комплекс по итогам контрольного мероприятия нами предпринимается. Это все необходимые меры в части возврата в доход бюджета или административной ответственности, или в случае, если выходят за пределы наших полномочий, конечно же, направляется и в правоохранительные органы. Также на регулярной основе, конечно же, мы информируем руководство республики, председателя правительства, главу, и, конечно же, принимаются необходимые меры реагирования. А какие меры были предприняты в прошлом году? В прошлом году, следует отметить, что у нас действительно административные меры были применены. Можно сказать, что по итогам около 500 административных дел было, в том числе по делам, возбужденным органами прокуратуры, это 106 дел. То есть в этом плане тоже органы прокуратуры очень активизировались. Взаимодействуете ли вы с другими контрольными органами, кроме сотрудников? Да, конечно, мы в своей работе взаимодействуем с другими органами, как с федеральными органами, так и с республиканскими. То есть в части планирования мы координируем нашу деятельность со Счетной палатой Республики Саха-Якутия, с управлением федерального казначейства, также с органами муниципального финансового контроля, с контрольно-счетными органами мы плотно взаимодействуем. Также с управлением Федеральной антимонопольной службы также мы обмениваемся нашими результатами. Также нам направляют для реализации свои контрольные мероприятия. И также мы с управлением по противодействию коррупции взаимодействуем, а также с налоговыми органами. Также, когда мы находим какие-то моменты, которые касаются полномочий других органов, мы в обязательном порядке мы направляем в порядке взаимодействия. У нас соглашения тоже заключены. Говоря о финансовом контроле, какие изменения сейчас у нас есть в этой сфере?
В последние годы действительно мы живем в условиях постоянно меняющейся нормативно-правовой базы. В этом мы активно участвуем. В составе рабочей группы при Министерстве финансов Российской Федерации мы активно работаем. Это уже более 11 лет работает эта рабочая группа. Принято очень много нормативно-правовых актов, и работа сейчас тоже активно продолжается. Сейчас самые главные изменения – это изменение бюджетный кодекс. Это у нас вводятся 3 новых метода, такие как анализ, наблюдение, контрольный мониторинг. Ну, исходя уже из названий этих методов, можно уже предположить, что акцент будет сделан на предупреждение, профилактику правонарушений. Это и касается и республику, да, в том числе? Или Да, конечно, какие-то есть мы дополнительные? все в области финансового контроля, в области бюджетных правоотношений, мы работаем в едином правовом поле, вся страна работает вот в едином правовом поле. И большие изменения у нас еще будут с 1 марта в части вот муниципальных закупок. Также в целом по закупкам у нас значительно ужесточается ответственность. И прошу тоже обратить внимание тоже на заказчиков и, соответственно, и на поставщиков, и в целом, что будет очень значительные изменения в части ужесточения. А расскажите, как вообще обстоят дела с исполнением муниципальным образованием полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю? Да, мы тоже в своей деятельности мониторим деятельность органов муниципального финансового контроля. Конечно же, мы хотим, чтобы, хотя это не входит в наши полномочия, мы хотим, чтобы в нашей республике органы муниципального финансового контроля тоже работали и в должной мере исполняли свои полномочия. Но, к сожалению, конечно, нехватка квалифицированных кадров, особенно в арктических районах, это действительно является проблемой не только нашей республики, но и по всей стране. Со своей стороны мы им помогаем, оказываем методическую помощь. На базе Министерства финансов республики у нас на регулярной основе проходят стажировки муниципальных ревизоров, а также по итогам контрольных мероприятий, конечно же, мы оказываем и методическую помощь муниципалам. Расскажите о новациях в области цифровизации, способствующих совершенствованию госфинансового контроля. Да, конечно же, сейчас мы живем, конечно, в эпоху цифровизации, конечно же, внедрение этих новых методов, таких вот как анализ, наблюдения, мы не видим без использования, без развития информационных систем. На сегодня мы уже работаем, очень плотно уже работаем в единой информационной системе в сфере закупок. Также мы используем подсистему мониторинга, рискоориентированного мониторинга подсистемы. Также мы связываем тоже свою деятельность с развитием подсистемы электронного бюджета. Это по подсистеме информационно-аналитическому обеспечению, которая создана специально для органов контроля. Также мы очень используем свои тоже программы, смарт-бюджет, вплотную работаем в этих программах. ГСГМП и по доходам, и по расходам, а также путем доступа, конечно же, и 1С мы обычно тоже проводим контрольные мероприятия. И, конечно же, мы считаем, что будет эффект с использованием, потому что охват увеличится и, соответственно, и больше предупредительной работы будет. Эти программы уже работают несколько лет, я так понимаю. Какие-то новые будут в этом году? Или это вот весь спектр? Да, программ? вот я уже рассказала, что эти федеральные тоже программы, то есть в том числе. да, в том числе, да, правительство тоже Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации заинтересованы. Эти программы у нас семимильными шагами тоже развиваются, и, соответственно, мы будем плотно использовать эти программы, также наши республиканские, также вот наши контрольные мероприятия тоже, они давно вот вводятся вот программу нашего ревизора Смарт. Ну, на практике это вот очень удобно, как Да, показывает. это очень удобно, очень эффективно, конечно же, тем более в условиях нашей республики можно, не выезжая, уже Дистанционно, это все посмотреть. Так, сейчас какая работа у нас проводится в Министерстве финансов по предупреждению нарушений? Как предупреждает у нас? Да, предупреждение нарушения. Вот глава республики Арсений Сергеевич Николаев перед нами поставил задачу усилить работу в этом направлении. В этой связи у нас есть поручение
Мы, конечно же, и до этого тоже занимались, но сейчас сделали тоже акцент в этом, то есть не только наказать, и, соответственно, большая работа проводится. Это путем проведения, на постоянной основе мы проводим семинары для наших получателей. После каждого вот контрольного мероприятия, вот я уже сказала, что мы направляем в обязательном порядке вот вышестоящему главному распорядителю министерству. И также обязательно в ходе рассмотрения административного дела, вот какие вопросы возникают, тоже мы обязательно отвечаем. Также мы представление в адрес, когда представление направляем, тоже проводится вот предупредительная работа. Также обзорные письма мы направляем, то есть эта работа уже на постоянной основе проводится нами. В целом и Министерством финансов тоже проводится. Ничего нового в этом году особо, все так в штатном режиме проводится, как и в прошлом году. Да, усилим в этом направлении, да, работу нашу. Так, в завершение, на чем у нас планируется сделаться акцент Министерства на ближайшие годы? Какие у нас цели и задачи? Конечно же, да, наши цели, конечно же, все равно согласуются общими целями нашего государства. Вообще работа финансового контроля все равно непосредственно связана все равно с общей политикой государства, с достижением национальных целей. Конечно же, это глобальная наша цель. И реализации национальных, региональных проектов мы уделяем особое значение. Также, конечно, мы, когда планируем работу, мы применяем, конечно, рискоориентированный подход. То есть, соответственно, мы видим, какие риски, и планируем эти объекты контроля. А общая цель, чтобы, конечно же, достичь, чтобы все деньги, бюджетные средства доходили до каждого жителя, до населения в целом, чтобы благосостояние росло. Это у нас глобальные цели. А вот что касается краткосрочных целей, конечно же, мы продолжим работу именно в составе нормотворчества. Также наша задача реализовать эти новые методы, которые вот анализ, наблюдение. Для этого нужно, конечно, создать определенную среду. Также мы большое внимание уделяем подготовке наших кадров, то есть наших ревизоров мы постоянно стараемся тоже обучать, но так самостоятельно или направлять на курсы повышения квалификации. И в целом также задача наша стоит именно по разработке тоже методических рекомендаций, и проведение эффективной работы. В целом это общая задача не только вот контрольных органов, а каждого руководителя учреждения, каждого должностного лица в целом, чтобы эффективно и бюджетно расходовались бюджетные средства. Спасибо, Варвара Петровна. Действительно, Министерство финансов работает. Я думаю, что все изменения, которые есть, и коснутся республики. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.